Триває інформаційний ранок на телеканалі АТR. Це програма «Саба». Мене звати Єлизавета Цереградська. Як обіцяли, зараз будемо обговорювати культуру, зокрема кримсько-татарську. Будемо говорити про вишивку, про орнаменти, про моду кримсько-татарську. І говоритимемо з майстром кримсько-татарської вишивки Ельмірою Катакі. Селям алейкум. Дуже раді, що ви до нас прийшли і готові говорити про це, тому що насправді, в принципі, всім здається, що тема досить таки зрозуміла. Так? Ну, от є там національний одяг, якісь атрибути, які властиві там конкретно кожному народу. Ну, наприклад, перше, що спадає на думку навіть людині, яка там не досить обізнана або не надто вивчає історію, культуру кримсько-татарського народу, це, звісно, головні убори. Ну, фес, які ми знаємо, що вони називаються, звісно, так асоціюються от з жінками, що вони носять, от вони виглядають ось так. Але, тим не менше, вся інша інформація, всі якісь інші подробиці, вони залишаються десь поза кадром і взагалі невідомі, ну, українцям так точно. Я вже не кажу на світовій арені. От ви, як людина, яка займається, я так розумію, що ви і виробляєте фес, правильно? Ви робите, вишиваєте і так далі. Що ви можете сказати про популярність от цих атрибутів характерних в нашому повсякденному житті наразі? В нашем это в среде крымских татар? Кримських татар, ну, зрозуміло, що з умовою окупації зараз дуже багато кримських татар живуть на материку, відповідно, те, яка ситуація тут на материковій частині, ну і в окупованому Криму також. Хочу сказать, что мода на крымско-татарские вещи, на какие-то предметы одежды, даже у крымских татар, ну, возникла буквально последние, ну, может, лет 10-5. Появились мастера вышивки, появились дизайнеры, которые, здесь, будем так говорить, даже не спрос рождает предложение в нашем случае, а предложения возбуждают людей, чтобы носить, допустим, какие-то вещи, потому что это красиво. Вот в связи с депортацией наше все было практически утрачено. И наша мода, и наши костюмы, и наши орнаменты, и наша вышивка. То есть по приезде в Крым в 90-х годах наш народ занимался только выживанием. И ну, не было дела до возрождения. Хотя, ну, многие, конечно, специалисты, кто этим увлекался, кто этим заболевал, может быть, еще в Узбекистане, они занимались этим, они возрождали, но это единицы. В большинстве случаев, даже на сегодняшний день, крымские татары мало знают о нашем костюме, о нашем орнаменте. И это очень, ну, больно. Потому что мы вот своим равнодушием к этому мы делаем то, что наша культура, она умирает. Наш язык, наш орнамент. Хотя сейчас уже некоторые наши искусствоведы, этнографы, они занимаются популяризацией, они общаются, они создают такие вещи, которые не могут оставить равнодушными и вызывают интерес именно тоже учиться этому. Вот как было у меня, допустим, в 2009 году на канале АТР я увидела, в гостях у канала была Гульнара Негляденко, она мастер вышивки. И я просто влюбилась. Я первый раз в жизни это видела. В 2009 году, хотя я жила среди крымских татар, ни у кого у нас, ни у родственников я этого не видела. И я увидела, и я влюбилась. И с тех пор я хотела научиться этому. Но в то время еще не было таких ни курсов. А если и были, то они, ну, для меня, я жила в Сакском районе, для меня это было недоступно. И уже по приезде сюда, в Киев, я поехала в Крым с детьми на 2 месяца, я нашла курсы, у меня была возможность по времени, и я обучилась вот вышивке. И вот именно с этого момента пошло мое увлечение, именно болезнь этим. Потому что, ну, нельзя этим заниматься просто так. Этим нужно, ну, именно заболеть. Потому что это очень много времени, это очень, ну, много сил занимает. И я с тех пор стараюсь, чтобы
как можно больше людей охватить вот этим интересом. До речі, от ви певною мірою попередили моє запитання стосовно того, от випадку, якщо зараз тут, наприклад, на материку є така зацікавленість, так, вивчати це, займатися цим, вчитися в вишивці, то немає так якихось курсів, якоїсь школи, куди би можна було записатися, наприклад, і пройти цей курс. Це Здесь, в Киеве? так, в Києві. Або, ну, можливо, в інших містах. Ну, тому що ми знаємо, що, наприклад, в Херсоні також, ну, часто, я не знаю, туди їздять кримські татари і дуже багато. Ну, принаймні, представництво у нас там є. Ну, я слышала о том, что сейчас есть небольшие курсы в Боярке, по-моему. И я очень заинтересована в том, чтобы здесь в Киеве организовать такие курсы, потому что я состою в общественной организации «Крымская родина», и там аккумулировано большое количество людей, именно крымских татар. Пока дети занимаются, мамы, ну, как бы сидят и ничего не делают, и именно от них, и я как бы заинтересована тоже, идея появилась, чтобы в эти часы, пока мы ждем, когда дети занимаются, мы могли заниматься вот именно вышивкой. Потому что это очень интересно, и это очень нужно. Зараз ми бачимо там фотографії, я думаю, що нам покажуть ще раз стосовно робіт і саме головного убору «Фест». Правильно він називається? Що саме зображують на ньому, що саме вишивають, яку традицію це має і які сенси це несе? Тому що ми знаємо, що це все дуже символічно. Ну, орнамент на фесе вышивается в основном только, ну, женские знаки, то есть это розы, это бадемы, это мелкие какие-то детали, которые означают благосостояние, это мужской головной убор, такие, который также был утерян. Многие не знают о том, что наши мужчины в быту носили такие головные уборы. Только сейчас появляются люди, которые возрождают это. И я считаю, что вот как раз мода на крымско-татарские вещи, на одежду в крымско-татарском стиле в нашем случае будет тогда, когда будет больше предложений именно такой одежде. Ведь вышиванки, они тоже были как бы, ну, не модные. Они, можно сказать, я так считаю, что они были запрещены, потому что это культура украинцев, как бы. И в нашем случае мы это утратили, и нам нужно это выводить именно в быт. То есть, чтобы люди могли позволить себе купить вещь, которую они могут носить каждый день, и она была с крымско-татарским орнаментом, она была стилизована под крымско-татарский костюм. То есть сейчас возможности такой нет. Кроме того, я по поводу крымско-татарского феста и по поводу моды, даже в Крыму я проводила некий такой социологический опрос среди своих родственников из разных уголков Крыма, и я, допустим, считала, что это очень модно, ну, для меня, что многие крымские татары на свадьбах, татарки, одевают его, потому что это красиво, и это сейчас модно. Но нет. Если на свадьбе 230 человек, и 1-2 крымские татарки одеты в фес, то это, ну, уже много, как выяснилось. Стосовно виробництва і, там, не знаю, купити, скільки коштує фес, зроблений от руками, вишитий вручну? Я так розумію, що це не надто дешево. Вышитые вручную, вот как показывали работы, допустим, как мои, они достаточно дорогостоящие, потому что это... Це кропітка праця, я так розумію, дуже. Да, это долго. То есть это очень долгий процесс. И это вышито вручную, это индивидуально, то есть это такого больше нет. Как бы ты ни старался, ты вышить одинаковые вещи не сможешь. То есть просто фес, который, ну, обтянут тканью, он, ну, недорогой, там от 200-300 гривен. Это, разумеется, ручная работа, потому что, ну, нигде в цеху это сделать невозможно, ну, на сегодняшний день. А можно вышить машинной вышивкой, можно... То есть безлич вариантов, как можно оформить фес, не вышивая его вручную. То есть сделать его доступным в плане, ну, финансов.
Ну, насправді, як головний такий убір, фес, як на мене, це моя особиста думка, дуже добре поєднується там в повсякденному житті. А які ще там елементи одягу можуть бути поєднані от для звичайного нашого життя? Ну, якщо в українців це зрозуміло вишиванки, от у кримських татар є якась аналогія, певна? Ну, как рубашки женщины не носили. Женщины носили платья, женщины носили жакеты. То есть вот жакет, он в принципе достаточно, ну, на сегодняшний день актуален. Он вышивался рукава перед, на спине иногда была вышивка, он до талии. То есть, в принципе, на сегодняшний день, ну, просто вместо обычного жакета, как бы цивильного, можно одеть такой вышитый. То есть это очень красиво. Ліміра Ханум, на вашу думку, як ви вважаєте, яким чином можна все ж таки запровадити і зробити це модним? Тому що, ну, зрозуміло там, що, ну, нехай, якщо з вишиванкою і всією культурною традицією України було, напевно, дещо простіше, оскільки все ж таки чисельність народу більше, ну, так чи інакше. Тим паче, що зараз ми в умовах окупації, частина там, частина на материку. Що потрібно зробити? Я не знаю, це мають займатися якісь громадські організації, самою популяризацією. Мають бути також якісь флешмоби, не знаю, зроби селфі, там ще раз вистав з якимось хештегом. Яким чином от все ж таки долучатися до цього от загалу, аби популяризувати, на вашу думку? Во-первых, это должно быть доступно. То есть все, кто хочет, должны иметь возможность пойти купить, заказать, сделать. То есть сейчас, вот, допустим, сделать фес никто не сможет, потому что даже в интернете я пыталась это сделать. Невозможно найти лекалу феса при всем желании. А нужна лекала. В принципе, там, ну, как бы несложно его сделать, проблем нет. То есть нужна доступность. Мастера, которые это делают, должны делать, ну, разные виды фесов. Люди, которые публичные, должны как можно чаще использовать в своей одежде именно элементы крымско-татарской одежды, потому что именно публичные люди, как мне кажется, наши деятели культуры, там, политические деятели какие-то, вот они задают тон. Вони недостатньо роблять. Ну, наприклад, я бачила неодноразово Еміне Джепар у Фесі. Так, часто. Там, якщо я не помиляюсь, здається, хоча, можливо, можу все ж таки помилятися, Гаяна Юксель також була, десь я бачила. Да. Чи достатньо вони роблять? Ну, тобто, як зрозуміло, що, знову ж таки, у процентному співвідношенні відомих кримських татарок в Україні для материку, для того, щоб дійсно це зробити популярним, не так багато. Ну, тобто що, носити щодня чи як? Ну, практически, да. На работу. То есть я по возможности на публичных каких-то мероприятиях всегда, даже не на публичных, на мероприятиях, на которых я нахожусь там в школе, мы стараемся именно все наши женщины пытаются... Вот я пришла, когда в Крым ЛСМ, общественную организацию, я проводила там курсы по созданию вот этого вот феса, научила наших мам, и они уже вот с тех пор, до этого ни у кого не было феса. А сейчас они все имеют по 1, 2, 3, которые сделала я или которые сделали они сами, и мы их одеваем. То есть нужно это делать. Всем, кто может это делать, нужно это делать. Ще хочу повернутися дещо до цієї теми. Ви вже сказали, так, частково зауважили про те, що насправді традиції там, безумовно, з умовою окупації, ще перших окупацій, перших депортацій кримських татар з півострова, я маю на увазі за часів Катерини, певним чином все ж таки загубилися якісь моменти, якісь традиційні аспекти, правильно? Ну, тобто навіть мало хто знає, я маю на увазі з українців, те, що до феса завжди йшов платок, чи як навіть правильно сказати, тобто тканина, яка насправді закривала повністю жінку у випадку, якщо це був незнайомець, оскільки це все ж таки було зумовлено релігією, я маю на увазі ісламом. Тобто зараз ми вже не бачимо цього, ми бачимо лише фес лишається. Що можна сказати про ту саму вишивку, про ці всі традиції? Наскільки вони збереглися? Чи достатньо їх, чи як багато їх лишилося?
мы практически потеряли, я не знаю, процентов, наверное, 90 того, что у нас было. И культуру ношения, и культуру вообще. Культура ношения, я имею в виду от платков. Платков, покрывал, потому что, допустим, как сейчас, очень часто называют вот, платок белый на голове, на фесе, марама. Хотя марама это покрывало, которое носили взрослые женщины в каких-то определенных случаях. То есть это при молитве, на похоронах, то есть в очень ограниченных случаях в жизни. А девушки, которые выходили на улицу, они одевали покрывало, которое называлось фрланта. И оно могло быть другого цвета, не только белого. Но мы сейчас привыкли к тому, что вот то, что на голове белое, это называется марама. Хотя это неправильно. Даже мы, крымские татары, очень мало знаем о своей культуре, о своих традициях. И вот этот пробел нужно как-то заполнять. Нами же. Якщо направду сказати, от спілкуючись з кримськими татарками, навіть зараз ті, які там сповідують релігію, так, є практикуючими, які покриті, скажімо так, які носять платки, вони роблять це на манер все ж таки, от хіджабу і відомих таких саме мусульманських атрибутів. Немає феса і там марами чи щось на кшталт цього. Тобто це все ж таки зумовлено тим, що була окупація і так далі, і це не є популярним. На окупованому півострові, напевно, що немає таких жінок покритих, правильно? Чому? Є. Які носять саме оці традиційні атрибути, правильно? Исламские? Так. Они зачастую поверх исламского своего платка, который закрывает полностью волосы, одевают фес. То есть это тоже применяется, и это тоже красиво. И это она мусульманка, но она и крымская татарка. И вот этим она показывает. Çok sağ olun, Сельміра Ханум. Я дуже вам дякую. Насправді цікава дуже тема. Мені здається, мені особисто, це знову ж таки моя суб'єктивна думка, що це гарно і це потрібно популяризувати, тому що це є певною мірою частиною і нашої культури, принаймні нашої історії. Зараз пропоную подивитися сюжет «Цей день в історії». На цьому я з вами прощаюся. Через тиждень побачимося ми з вами знову. Бускарем, Сербіслією, Чончалишамис і команда АТР робить у себе. Останні новини ви дізнавалися першими. 9 березня 1814 року народився Тарас Григорович Шевченко, український поет, письменник та художник. Цього дня 1957 року президент Сполучених Штатів Америки Двайт Айзенхауер вийшов з заявою про надання американської військової і економічної допомоги країнам Близького Сходу у випадку загрози комунізму. Зразу після підписання доктрини Айзенхауера до Східного Середземномор'я було направлено частину 6-го воєнного морського флоту Сполучених Штатів, а протягом 1958 року в Лівані висадилось 18 тисяч морських піхотинців. 9 березня 2000 року у Москві при взльоті з аеропорту Шереметьєво зазнав аварії і розбився літак Як-40. Загинули всі 9 людей, що перебували на борту, включаючи головного редактора тижневика «Совершенно секретно» Артема Боровика. В цей день 2012 року в Миколаєві троє хлопців зґвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім один з них задушив її. Прагнучи позбутися тіла, вони віднесли його на будівельний майданчик, де кинули в яму зі сміттям і підпалили. Але Оксана вижила і була знайдена наступного дня випадковим перехожим. У неї було обпалено близько 55% поверхні тіла. Через 3 тижні Оксана Макар померла у Донецькому опіковому центрі.